Империи редко падают внезапно. Они начинают рушиться в тот момент, когда народы перестают говорить через посредников и выходят в большую политику напрямую. 24 января в Страсбурге народы Кавказа и Идель-Урала впервые заговорили с Европой без диаспорной логики и чужого голоса. Почему Европа слышит до сих пор только русских либералов и по-прежнему игнорирует голос народа в России? Начинается ли переход от культурного присутствия к политической субъектности? Об этом мы поговорим сегодня с хорошо знакомым и любимым нами Русланом Басиным. Салам, Руслан. Очень рад тебя видеть. Приветствую, Гела, приветствую наших многоуважаемых зрителей и готов к интересной беседе, как всегда. Дорогие зрители, начинаем. Всем привет и слава Украине. Итак, Страсбург и то мероприятие, которое там состоялось, я хотел бы, чтобы ты нам рассказал о нем. Ну и почему Страсбург, в общем-то, можно считать, что это не просто площадка какая-то, а точка входа. Точка входа в европейскую политику. Да, как ты отметил, мы провели 24 января круглый стол в Страсбурге. Организатором выступила Ассамблея народов Кавказа под председательством Руслана Кутаева, ну и при участии Совета татар мира, чьим координатором я являюсь. Также были представители Башкирского комитета за рубежом, представители Донского республиканского казачества, представители Азербайджана, Грузии. В общем, люди были из Канады, из Британии, понятно, Германия, Франция, Чехия. Вот, черкесы были, соответственно. Ну, в общем, очень такая широкая палитра была интересная. И основная тема была заявлена по вопросу там взаимодействия кавказских, прежде всего, народов, ну и народов Поволжья с европейскими институциями. Там, интеграция, ассимиляция и все остальное. Но понятное дело, что вопросы вышли за пределы заявленных тем. И, естественно, там бурлила политическая такая дискуссия, связанная с войной России против Украины, поддержки Украины, создания поддержки там всевозможных национально-освободительных движений, организаций. В общем, приняты обращения, и в том числе по вопросу тому, что сейчас происходит, например, в Хорватии, где просители убежища, представители Кавказа, прежде всего задержаны хорватскими властями, и в отношении них происходят всякие нехорошие вещи, их, в общем, прессуют, их заставляют отказаться от возможности получить убежище. Да, они вынуждены были убежать из России и соответствующие иные обращения. Кстати говоря, и представители Грузии попросили отдельное обращение по Михаилу Саакашвили сделать, да, признать его политическим заключенным. Ну и вот, в общем, такая очень широкая палитра была тем и мнений, что, в общем и целом говорит о том, что у людей очень много накипело, люди не просто хотят обсуждать, а конкретно что-то делать, потому что также решили создать ряд интересных платформ, там кое-какие такие правозащитные, политические структуры, которые бы лоббировали интересы общин, прежде всего, наших, да, в европейских сообществах, на международных сообществах, ну и чтобы мы рассматривались именно как субъекты. То есть, как ты верно отметил, отношение к национальным движениям, которые представляют огромные, в общем, многомиллионные народы в Европе, оно не совсем, на мой взгляд, адекватно, оно не совсем соответствует тому статусу и положению, которое есть у этих народов, потому что российские либералы, они действительно собой все, так сказать, как вот тут медведь своим телом все заполонил, как морж какой-то, да, и не дают никому, значит, продвинуться.
Слушай, И это очень поэтому... важный и болезненный вопрос на самом-то деле. Да, извини, что перебил. Нет, Это важный и болезненный вопрос, потому что сам выход в европейскую политику еще не означает, что тебя будут слышать. И вот у меня в связи с этим как раз таки такой вопрос возник. Почему вот этот голос российского либерала воспринимается как универсальный? Кавказ, Поволжье, Урал, ну, в роли некой периферии, что ли, выступают. Что это? Инерция, страх? Ну, это страх, абсолютно верно, потому что российские либералы сильно запугали. Идея у них такая, они такой тезис продвигают, что только мы репрезентативны, только мы можем представлять вот это вот пространство. Я не говорю про там русский народ или российский народ, они просто говорят, вот мы вот представляем эту Россию. Это во-первых. Во-вторых, они говорят о том, что если сейчас им дать голос, если сейчас с ними взаимодействовать, вы понимаете, что усилятся сепаратистские тенденции, и тогда начнется война после путинизма, гражданская война, и вам мало не покажется. Ну вот, помнишь, они пугали, что ядерное оружие заберем, там еще что-то, еще что-то. И это пугает европейцев. Европейцев это пугает, потому что они не понимают, что там происходит в действительности. И, соответственно, вот эти вот раслибы этим активно пользуются. Они нагнетают. Вот, при том, что европейцы действительно как бы не имеют адекватной информации, адекватного понимания, в том числе мы там проговорили, что одна из наших задач – это создание такого полноценного, субъектного, так сказать, экспертного сообщества. Мы должны как бы доносить, что происходит там, потому что мы тоже имеем право по всем там международным конвенциям, по всем гуманитарным основаниям, право на самоопределение. Огромные народы, там 7-10 миллионные народы, да, почему-то, в общем-то, являются с точки зрения там рослибов абсолютно никем. Это абсолютно неправильно, неверно и даже преступно, потому что, опять-таки, основание европейского сознания, европейской цивилизации, мы с тобой много раз об этом проговаривали, зиждется в том числе на самоопределении и на весне народов, да, что вообще-то если какие-то сообщества имеют право самоопределиться, я уж извиняю, там ЛГБТ, вот у них столько прав, им столько внимания уделяют, вот они имеют право самоопределяться. А целые народы, я извиняюсь, у которых были огромные государства, у которых... История, миллионные народы, да. История, да. Они как бы вот никто. Они никто, понимаешь. Типа вот сидите тихо там на пятой точке и не вякайте. Ну, такие времена прошли уже, хватит. Говорились, некоторые народы там на Кавказе, они десятилетиями бьются, они теряют сотни тысяч людей, как чеченский народ, да. И говорить о том, что вы ничего там не имеете никакого права, что будете там сидеть запертыми в рамках империи, это, ну, преступление как минимум. И об этом было сказано, что у нас-то есть общая цель, что мы-то, в отличие даже от российских либералов, между собой не ругаемся, не ссоримся. Наоборот, вот все, кто там были, даже вот казаки, да, мы единодушны. Там познакомился с одним казаком, он, оказывается, наполовину татарин, там, Юрий Насибуллин. Оказывается, у него там... Ну, в общем, вот такие интересные переплетения, они демонстрируют и показывают, что у нас цели едины, что у нас есть общая платформа, и с этой платформы мы можем действовать, и политически нам необходимо выстраиваться. Ну, потому что, опять-таки, в Европе живет огромное количество наших соплеменников, только кавказцев там больше 500 000, татар там под 100 000, наверное, где-то. Точных цифр, естественно, никто не знает, но если совокупно взять, может, и 1 000 000 наберется людей наших всех. Да? И эти люди должны быть услышаны, эти люди должны иметь свои институции, в том числе вопрос поднимался о школах, Это в Европе непосредственно. Да, в национально-культурных центрах тоже в том числе, потому что, ну, ты знаешь, я там разрабатывал концепцию вот 2 таких начал, там, динамичный Татарстан, статичный Татарстан. Вот динамичный Татарстан – это те, кто уехал, да, но они должны составлять живую ткань нации, да, кто находится в миграции, ну, в хиджере, как у нас говорят. И они должны быть готовы инфраструктурно, чтобы вернуться. И, соответственно, у них все институции должны быть, школы,
мечети, культурные центры, да, они должны жить полноценной национальной жизнью. Да, не только потому, что они оттуда уехали и все. Возможно, для некоторых народов, но не для татар, конечно, потому что большой народ с устоявшимся уже языком и культурой, не то, что устоявшимся, то есть носителей достаточно много языка и культуры, а для некоторых народов России это будет шансом на спасение, на сохранение. Даже на спасение, все верно, потому что в России-то ничего нету. В России ничего нет. Не существует, оно под запретом вообще-то. Любой национальный языковой активизм, даже культурный активизм сейчас в России является преступлением. Поэтому вопрос еще в чем, об этом я в частности там и сказал, что европейцы зачастую даже не знают, не понимают, то есть это наша задача донести. Они выдают деньги, они выдают гранты какие-то на национально-культурное развитие, но нужны люди, которые это знают, обладают пониманием, связанные со страной этой, да, прекрасно там владеют языком, ну, не только как бы вот языком общения, я имею в виду, а языком бюрократии. Можно прийти, составить грант, это тоже большая работа на самом деле. Это огромная работа, это фактически, почему я, извини за лирическое отступление, почему я никогда в жизни не получал гранта ни одного? Потому что я просто не умею писать заявку. Да, есть люди, это конкретные люди в конкретных институциях сидят в своих НГО, которые пишут. То есть с кем-то можно, то есть с кем-то скооперироваться, вот они умеют писать гранты, у них там знакомые, и эти знакомые, которые выдают грантодатели, они точно знают, что если не дадут этому человеку, что бы он там ни делал на практике, но по факту он даст хороший репорт. А я могу сделать все, что угодно шикарно на практике, но у меня не будет хорошего репорта, и, значит, соответственно, ему не зачтут. Ну, таких случаев очень много. Очень таких случаев много. Я еще когда в Казани мы были, вот, по общественной нашей линии национальной, составляли такие гранты, в том числе ЕС. Хорошие темы были, они прям классные, сохранение языка, защита и прочее, прочее. Но не получали ничего, потому что не умели составлять. Ну, там даже вопрос с откатами были. Там откатываешь, то есть специальный человек, который договаривает, откатывает и прочее, прочее. И получали какие-то проходимцы, которые, в общем, ничего не делали, просто бабло пилили, потом, в общем, писали красивый отчет и все такое. Ну, в Европе ситуация немножко в этом смысле получше, конечно. Тут отката никто не требует, ну, по малым грантам, я так понимаю. Ну, короче говоря, создание и донесение позиции – это наша задача, это наша проблема. А дальше надо взаимодействовать, надо работать. Потому что, опять-таки, они не знают, что окромя Ходора, структур Навального, ФБК, еще кто-то есть из России. Еще кто-то есть. Еще кто-то борется, выступает. Мы там приняли решение также в резолюционную часть отметить и поддержать наших башкирских братьев и сестер, тех, кого прессуют в рамках баймакского дела. Да, то есть мы должны и об этих героях говорить, не только о расслабых российских либералах, которые там, значит, томятся в тюрьмах и преследуются. Огромное количество национальных активистов, безвестных для широкой публики. Да. О них не говорят там с высоких трибун, с парламента, с ПАСЕ, о них не пишут там ведущие медиа. Ну, как бы они не существуют, как бы ноунеймы на самом деле, а это герои. Это герои, которые боролись и борются до сих пор и являются мучениками за свои идеи. Так что это тоже как бы наша важнейшая задача на самом деле. Да, там вроде казалось, мы охватили и взяли высокую планку и на себя выгрузили. Я приехал только ночью, потому что это вот бесконечные встречи и какие-то собрания, обсуждения. И вот сегодня встал, начал как бы укладывать это в голове, понял, что мне столько надо делать. Я вам даже записал за сегодня огромное количество дел. Туда-сюда надо что-то отправить, что-то подправить, с кем-то переговорить обязательно. Ну, то есть надо включаться самим. Понятное дело, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но вот благодаря таким мощным подвижникам, харизматикам, бесспорным, как Руслан Кутаев, там, остальные наши друзья, которые действительно на себе очень много
несут, тащат, да, что-то можно делать даже не имея ресурсов серьезных. Потому что все, что было сделано, это сделано было нашими усилиями совместными. И в общем и целом выяснилось, что провести даже такое большое мероприятие с участием делегатов из там 8 стран можно даже не имея средств. Ну, какие-то там небольшие средства, как правило, там мы собираем, да. То есть здесь очень важно еще нам самим разработать методологию. Методологию. Мы говорим так, вот мы собираемся, что-то обсуждаем, какие-то проекты есть, у людей есть проекты, как действовать, как помогать, как бороться. Но надо это институализировать. Не только вот в узком кругу поговорил, но институализировать обязательно надо. Потому что кто-то там связан с Украиной, кто-то помогает в войне, кто-то, значит, политическими делами занимается, правозащитными вопросами занимается, гуманитарно-образовательными, такие люди есть, да. Кто-то занимается медиа, это тоже очень важнейшая сфера, потому что сейчас мы понимаем, борьба за умы, она определяющая, поэтому там российская пропаганда выделяет колоссальные ресурсы, миллиарды и миллиарды денег на пропаганду, потому что она понимает, что если этим не заниматься, они действительно проиграют. Сейчас Европа начинает просыпаться, там что-то тоже какие-то выделять ресурсы, потому что пропаганда проникла в Европу. Они активно работают на самом деле. И это важнейшая часть. Люди-то гибнут, конечно, за металл, но в основном люди, кто-то обманут идеей, кто-то по-настоящему заражен идеей, идут и там, борются, умирают, воюют. И таких очень много, что называется, и полезных идиотов в том числе. Так что, если вот так вот взять и резюмировать, то на деле мы увидим, что есть хороший у нас там, человеческий потенциал, интеллектуальный потенциал. Но нам нужно потянуть вот организационный, вот этот вот методологический и более активно работать, более, я бы сказал, напористо даже. Напористо, потому что, скажу тебе честно, вот опять мы об этом разговаривали вчера перед отъездом из Страсбурга с Русланом, там с нашими коллегами, Мурат Семиров был, директор. Видел на фотографиях. Да, и директор нашего института, вот, Международного института стратегических исследований имени Авторханова, Абдулов. Мы проговорили какую интересную тему, что сейчас наступает такое время, когда мы должны громко о себе заявить, во-первых. Во-вторых, говорит, в случае какого-то серьезного кипиша либералы никого не вытащат на улицу. У либералов нет людей. Даже в Москве у нас преимущество, потому что выйдут, мы же находимся на связи, с кавказцами, с тюрками, с татарами, с таджиками, нашими братьями. Это же миллионы людей. Они заряжены. У либералов много там, я соглашусь, ресурсов, узнаваемости и прочее. Медиаресурсы и так далее, да, миллионные просмотры. Да, они такие умные очкарики зачастую, слов нет. Но к умным очкарикам, к умным Троцким нужны еще и бригады, что называется, боевые. Нет, Троцкого не сравнивай с ними. Троцкий хоть и был очкарик, не все очкарики одинаковые. Во-вторых, Троцкий хоть и был очкариком, он был очень человеком дела. Да, бесспорно, он был, как говорил Гидар Джемаль, пассионарий ума и тела. И образованный, и дельный человек, в общем-то, как известно. Так что в конечном итоге все решится и на площадях, и на улицах. А там преимущество-то у нас. И к этому тоже надо быть готовым. Мы должны вот наших людей готовить, настраивать, формулировать и говорить о том, что нет, мы имеем все возможности, а самое главное, право на то, чтобы получить нашу свободу и восстановить историческую справедливость. Кто бы что там не вякал про нас, в конечном итоге рассудит все история, а не их вяканье. Ты знаешь, про моральное право вообще речи быть не может. И есть хорошее выражение, в свое время мне мой друг Станислав Федорчук сказал:
Я навсегда запомнил: Киев крестил Москву, он ее и отпоет. Так вот, Российская империя началась с Казани, и Казанью закончится. Да. По-другому быть просто не может. Потому что про моральное право тут все ясно. Скажу честно, я очень рад. Очень рад, что состоялось это мероприятие. Это то, о чем мы говорили на протяжении, как минимум, последних 4 лет. Здесь же, на этой площадке. Постоянно были разговоры о том, что необходима институционализация, действительно. Вот здесь мы приходим к очень интересному моменту. Мы приходим к моменту, когда появляются действительно хорошие возможности для этой институционализации. Я имею в виду представительство в Парламентской ассамблее Совета Европы. И то, что там наш ближайший друг и брат Руслан Кутаев, это очень здорово, это очень хорошо. Очень радостно. Давай про это поговорим, насколько это важно и как можно эффективно использовать эту площадку. Но прежде чем перейти к этой теме, я у тебя спрошу то, что не обсуждает сегодня только ленивый. А мы же не ленивые же, правильно? Насколько персональный состав вообще вот этого представительства тебя, скажем так, не разочаровал? Скажу так, я не ожидал многого от этого, поэтому, собственно, не очаровывался и не разочаровывался, что называется. Воспринимал достаточно ровно. Понятно было, что в числе вот тех 10 туда засунут всех и вся российских либералов. Здесь как бы никаких особых для меня не было удивительных фамилий. А вот что касается представителей коренных народов, как они обозначены, да, то здесь единственным светлым пятном, конечно, является Руслан Кутаев. Все остальные люди, я знаю еще одного человека, который представляет там малочисленный сибирский народ, и все. Остальных я не знаю, даже не слышал про них ничего, ровным счетом. Значит, сегодня я прочитал комментарии, которые дали, значит, представители ПАСЕ, аппарат ПАСЕ, изданию Дель Реали, спросив, почему нету там крупнейших представителей народов, татар, башкортов и так далее. Они ответили так, что в ПАСЕ вот эта платформа, она не представительная, а она призвана организовать диалог между ПАСЕ и демократическими силами России. Вот так вот хитро. Соответственно, она не представительная, а она персональная. На мой взгляд, это очень странный подход, на самом деле, потому что можно и Ивана Ивановича там с улицы позвать и сказать, вот персонально общайся, значит, с ассамблеей ПАСЕ или там, значит, с представителями российской оппозиции. Я думаю, что это случилось ровным счетом потому, что изначально, когда российские либералы попытались продавить, устроить межсобойчик и все 15 мест, чтобы занимали они, а когда подняли шум, мы, в том числе украинцы, активно этим возмущались, представители ПАСЕ вынуждены были переиграть и отдать 5-членскую взносу, значит, в число выдвиженцев из представителей народов России. И здесь они, видимо, сделали так, как нужно. Как бы там ни было, есть Руслан Кутаев, и я думаю, что мы с ним и через него, и при его поддержке сможем, вернее, попытаемся, во-первых, донести все, что мы хотим сказать, все, что мы планируем делать, да, а во-вторых, использовать эту площадку как трибуну, потому что она ценна прежде всего этим, как трибуна, да, и в том числе с коммуникацией с политическими элитами. Вот. Понятное дело, что наши возможности ограничены, но и один в поле воин. Тем более Руслан, в общем, ты его хорошо знаешь, он очень активный, в этом смысле бескомпромиссный человек, и если он идет, то он, конечно, пойдет до конца. Я в этом убежден. У нас есть большая команда, ты знаешь, и это очень квалифицированные люди, там в том числе были
люди, которые представляют и Канаду, и, собственно говоря, Великобританию, они получили какие-то ценные указания, как говорится, да, ну, это я так утрирую, ну, то есть были разработаны планы, так что работать мы будем так или иначе, с ПАСЕ или без ПАСЕ, хотя, конечно, это был бы как бы необходимый, где-то, наверное, важный дополнительный, ну, такой ресурсик, да, ресурс. Там нету каких-то средств, еще чего-то, это сугубо трибуна. Это сугубо трибуна, и мы ее попробуем максимально использовать. Потому что наша задача, она как бы неизменная. Мы боремся за свободу наших народов. Мы боремся за их освобождение, за освобождение наших территорий. Вот. И здесь мы будем использовать все возможности, которые у нас имеются. Если нужно будет, если не будет хватать бумаги, на которых нужно будет писать, я готов буду отрезать кусочек своей кожи и отдать в качестве пергамента, чтобы на этом написали. То есть мы просто стали на путь этой борьбы, и пути назад для нас нет, в общем и целом. Так что кто-то может воспринимать, что это просто какое-то там баловство, посидеть, поговорить. Нет, у нас болтунов нет на самом деле. Мы, как говорил небезызвестный теолог, на том стою и не могу иначе, как говорил Мартин Лютер, да, и никто нас с этого не сдвинет. Ты понимаешь, в чем дело? Абсолютно с тобой согласен, ведь дело не в том, что ПАСЕ какой-то деятельный орган, где принимаются решения, которые важны и не обязательно для исполнения. Нет. ПАСЕ – это прекрасная трибуна. ПАСЕ – это выход на мировые СМИ. Это очень важно. ПАСЕ – это инструмент формирования общественного мнения. И вот когда наступит час X, в этот час X уже должно быть сформировано какое-то общественное мнение и какая-то структурный алгоритм, как действовать в этом случае. Внедрение вот этого алгоритма в сознание политических элит Запада, прежде всего. Потому что давай скажем честно, справедливость, естественно, главный творец и единственный творец истории – это Всевышний. Это понятно и ясно. Но есть правильная, в общем-то, поговорка, что на Всевышнего нужно надеяться, конечно, обязательно, но и самому нужно что-то делать. Но у нас есть свобода воли. И вот делать что-нибудь самому, вот это как раз-таки, ну, я думаю, что это очень хороший шанс, который нужно очень максимально эффективно использовать. Все возможности нужно использовать, во все двери стучаться, во все двери. Как известно, Давид Голиафа прощой сбил с ног камнем, хотя, казалось, было невозможно. И не потому, что проща было страшным оружием. Абсолютно нет, да. Так что даже любой камень, который есть на нашем пути, который можно использовать, мы его используем. Потому что цель высокая, и в этой высокой цели средства для достижения, там есть известное изречение, да, цель оправдывает средства, если цель спасения души. Так вот было правильнее. Вторая часть этого высказывания. Если цель освобождения наших народов, спасения нашей коллективной души, то мы должны использовать все возможности. Другое дело, конечно, что есть и противодействие, есть сопротивление, есть непонимание, в том числе среди наших людей. Вот это зачем, то зачем. Мы говорим очень просто. Встаньте на наше место и действуйте, пожалуйста. Предложи другую альтернативу. Предлагаешь, критикуешь, делай. Вот так вот. Критикуешь, делай. Критикуешь, предлагай. Многим людям, я говорю, вот, которые там поправляют нас, скажем так. Вот. Встань на мое место. Я тебе готов поправлять. Да. Это хорошо, я принимаю. Но когда это принимает форму, знаешь, такого, а Баба Яга постоянно против, это деструктивно. Я даже реагирую следующим образом. Я предлагаю человеку прийти, в том числе на нашу информационную площадку, но если человек там не находится под угрозой, и действовать, пожалуйста, я готов какие-то полномочия отдать. Но мало кто на это идет. Мало кто на это идет. Я в том смысле, что зачастую
критика превращается в огульное хаяние, которое на самом деле не идет на пользу. На самом деле она, скажем так, выдает очень неправильное представление наших людей о борьбе и о нормальной политической коммуникации. Спорить надо, дискутировать надо, да. Но говорить, что это вот неправильная форма, ну тогда, если ничего не делать, то ты никогда ошибаться не будешь. Надо-то что-то делать, надо. У татар есть хорошая поговорка. Да? Даже когда ты умираешь, хотя бы выстрели. Когда ты падаешь, хотя бы выстрели, сделай что-нибудь. И это важное определение, потому что есть, что называется, противники, ты знаешь, легальных форм борьбы, нелегальных форм борьбы. Мы сторонники Ликвидаторы всех. и атеисты есть везде и всегда. Да, мы сторонники всех форм. И справа, и слева мы должны объединиться в этом центре, потому что вот центр – это столбовая дорога нашего освобождения. Нету другой, никто не придет к нам и не скажет: дорогие друзья, давайте мы будем вас освобождать, а вы будете, как у нас говорят, рахатляном диванда утрага, вы будете прекраснодушно сидеть на диване и смотреть это как прекрасный сериал. Никто этим не будет заниматься, кроме нас самих. Если мы не объединимся, не поднимемся и не будем, что называется, вкладываться, это еще и вкладываться надо интеллектуально, организационно, финансово, дипломатически, ты сам знаешь, да, то ничего не будет. Ну, невозможно такое, что ты хочешь что-то приобрести, но при этом ничего не отдать. Согласен, абсолютно согласен с тобой. Более того, вот ты знаешь, вот когда ты сейчас говорил, я вспомнил, по-моему, это слова Ганди, блин, сейчас боюсь ошибиться. Сначала, говорит, над вами смеются, я вспомнил потом с вами наш разговор о мамкиных деколонизаторах. Потом вас боятся, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. Потом вы побеждаете, да. Это очень важный момент. К моменту борются. У меня есть большое сомнение, вернее, скажу так, большое подозрение, то, что конфликты внутри вот этой делегации, они неизбежны, абсолютно неизбежны. И что с этим делать? Потому что, ну, как же, абсолютно разные подходы. Смотри, кто-то считает, что это вообще не серьезно. Какие-то мамкины деколонизаторы в виде Кутаева пришли, что-то тут качают права. А тут речь идет о судьбе ядерной державы. В этом плане есть универсальный рецепт, как с этим бороться? Я думаю, что универсального подхода нет по той простой причине, что для этого придется прийти к общему знаменателю для всех. Вряд ли это всех устроит что-то, да. В любом случае будут недовольны, в любом случае кто-то будет чувствовать себя ущемленным, считать, что вот тем досталось что-то большее. Я думаю, что наша основная задача – это все-таки нашу идею и наш проект продавливать, давить. То, что они между собой будут, российские либералы, конфликтовать и спорить, ну, так это и, пожалуйста, это их дело, что называется. Они могут распороться и расколоться на большевиков, меньшевиков, середняков и так далее и тому подобное. Ну, это их путь, они его сами выбирают. В этом смысле мы непреклонны. Мы готовы взаимодействовать, общаться со всеми, да. Это тоже нормально, это тоже часть политической борьбы. Но мы не приемлем, когда с нами общаются или к нам относятся как к людям второго сорта или как к народу второго сорта. Этого мы точно не позволим никому. Понимаешь? Прошли те времена, когда можно было сверху вниз смотреть и говорить, что это там какие-то провинциалы, как Малежик пел, провинциалка, провинциалка. Да? И это, во-первых. Во-вторых, то, что они выходцы из Москвы или из титульного народа, абсолютно ничего не означает. Абсолютно ничего не означает. В конечном итоге не это будет главным, как я уже говорил. А главным будет то, у кого будет сила, у кого будут люди, и те, кто готов бороться до конца.
И просто, условно говоря, языком трепать за телевизором. А воевать и даже умирать где-то. Вот теперь пусть они обоснуют мне и остальным, что кавказцы не готовы идти до конца. Вот кавказцы-то как раз готовы. Наши народы готовы идти до конца. Потому что и их деды, и прадеды стояли на этих позициях. И умирали, и пали шахидами, мучениками за веру. И сами готовы. И никакой там либерал или еще кто-то не перебьет эти наши позиции. Это наше восприятие и мировоззрение. Так что, конечно, дискуссия, политические баталии – это нормально, это естественно. В конечном итоге, как говорил Шиллер, прежде всего вы должны победить в идеологической борьбе, политической. Это важно. Поэтому нужны идеологи, поэтому нужны прекрасные интеллектуалы, нужны ораторы, нужны дискутеры, которые могут доносить свою позицию, которые могут своего оппонента, в том числе тезисами, доводами, положить на лопатки. Это тоже важно. В том числе потому, что поднимает дух, люди видят, что за нами такие сильные, образованные, да, и политически ангажированные люди, лидеры. Это тоже важно. То есть это политический класс. Мы должны их воспитать, поддержать, найти этих людей. Ну, потому что без лидеров никак. Прямо скажем. Кто-то должен формулировать, кто-то должен давать направление, как говорил Ницше, велик тот, кто дал направление. Кто-то должен вести переговоры, да, кто-то должен принимать решения, в конце концов, и брать на себя ответственность. Он может ошибаться. Это тоже нормально. И отвечать должен за свои ошибки. Это тоже нормально. Вот. Иначе, если мы не сможем, как говорится, соорганизоваться, мы вот так и будем в таком положении. Наша проблема в чем? Наши люди пассионарные, наши люди образованные, хорошие, искренние, чистые. Но мы не сформулировали для себя методологию. А сейчас в сложном мире методология решает очень много. Это и методология политической борьбы, это и дипломатия, это и краундфандинг, так называемый, да, это и собрание и как бы вот центрирование ресурсов. То есть необходимы же ресурсы организационные, финансовые, там, временные даже ресурсы, какие-то человеческие ресурсы. Нужны люди, мы вначале об этом говорили, которые смогут это собрать, правильно выстроить, это тоже важная часть. Создать инфраструктуру национальную, это все координировать между собой. Потому что мы находимся в походе, нация в походе. Я об этом много писал, говорил, мы нация в хиджре, мы нация в походе. Соответственно, и наше понимание, мировосприятие, инфраструктура должна быть выстроена в этом. Что такое в походе? Это у тебя должен быть тыл, у тебя должны быть тыловые какие-то службы, у тебя должен быть авангард, у тебя должен быть арьергард, у тебя должен быть четкий план. Потому что ты можешь попасть в разные истории, в разные ситуации. Поход на то и поход, что на пути исследования могут быть разные препятствия, разные трудности, к ним нужно быть готовым. Короче говоря, нужна целая стратегия. Опять-таки много говорилось о том, что нам нужна стратегия на 3 года, 5, 10, 50, 100 лет. Мы должны уже расписать и быть готовым к тому, что случится. Вот если завтра, как говорится, война, а если завтра Россия все падет, расколется, что мы? Мы готовы? Что мы можем? Вот А, Б, С, Д, что мы должны делать вот в этих случаях? Какой план наш? Кто отвечает за это, кто отвечает за другое, за экономику, за войска? Где вот оно так должно работать. И платформа, и то мероприятие, тот симпозиум, который мы провели, он организационно-практический, да, то есть там практические идеи звучали. Были люди, которые имеют богатый, в том числе военный опыт. Азербайджанцев, грузин, которые там генералы,
в свое время были военные. Соответственно, у них колоссальный опыт. Эти люди готовы помогать, содействовать. Они изъявили такое желание. То есть вот чем важен союз народов наших. Что мы готовы друг другу помогать, мы готовы друг другу содействовать. Мы не бросим друг друга в беде. В отличие, я уже не хочу сегодня тут распинывать этих бедных либералов российских, они могут там между собой драться, а мы никогда себе не позволим. Если есть какие-то обиды, ты как кавказец знаешь. Мы придем и честно друг другу в глаза скажем. Гела, вот я считаю, что вот в этом вопросе ты не прав. Вот ты не прав. Или ты мне скажешь, Руслан, ты как бы ты сделал не так, да, или ты сказал не то. Это так должно работать. В конечном итоге, вот пока не пришла вот эта вот Московия, никаких проблем между нашими народами не было. Какие-то мелкие вопросы, мы их не берем бытовые, они и в семье бывают. Но как только они пришли, они сделали, вот манифестировали таким образом, что если вот мы уйдем, вы на Кавказе или в Поволжье, вы перережете, да. Они же так говорят, я до сих пор это слышу от этих либералов. И более того, наши люди некоторые повторяют эти ложные тезисы. Ну как же, вот тогда мы передеремся. Это что должно быть у людей в голове? То есть мы жили тысячелетиями, столетиями вместе. Да? Выступали против внешнего агрессора, преодолевали какие-то сложности и проблемы. Ничего не было. Тут пришла Московия, учинила геноцид против нас. Что сказала? Если мы уйдем, вам конец. Ну что за стокгольмский синдром? И это тоже наша задача, что мы должны из головы этих людей вот эту вот дурь, эту пыль выбить. Что мы сами ответственны за свою судьбу. Нам каратель, вот этот вот надзиратель, который стоит или сидит там на вышке, не нужен абсолютно. Давайте, дорогие друзья, уважать себя прежде всего, потому что когда вы говорите, что без Московии мы никто, это значит, у вас нет достоинства. Это вы себя не уважаете. Это не он виноват даже. Потому что если мы так считаем, если мы с этим соглашаемся, значит, проблема внутри нас самих. И в том числе, извини, вот я думаю, что Руслан обязательно этим будет заниматься, он будет доносить, что мы, и как раз в рамках Ассамблеи народов Кавказа, это же демонстрация того, что Кавказ, который они говорят, взрывоопасный, он сейчас взорвется. Нет, вот, пожалуйста, все между собой договариваются, все даже друг с другом обнимаются, да, и по-мужски решают свои вопросы. Все, никакой нам, то же самое, как говорят, татарам толмач не нужен. Нам не нужен никто, кто нам будет что-то перетолковывать. Мы сами себе и другим объясним, что да как, договоримся. И это мы обязательно вот донесем до всех институций, потому что действительно часть европейских элит боятся этого. Да что, если мы их поддержим, Кавказ взорвется. И что нам с этим делать? А вот Поволжье, да там вообще, что творится, какие-то раскосые монголы с татарами сейчас придут. И как в известном произведении... друг с другом, да. Да, и как в известном произведении Дина Буцатти «Татарской пустыни» придут орды и все, сломают нас. Важный момент, что необходим определенный свод-анализ вообще текущей ситуации, то есть ресурсы, возможности, и, соответственно, значит, алгоритм действий. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Не считаешь ли ты, что уже пришла пора, может быть, не создавать правительство в изгнании и так далее и тому подобное, но как минимум создавать национальные советы из представителей тех, кто в хиджре? Обязательно. Почему обязательно. Нет? Ровным счетом поэтому мы организовали Совет татар мира. Почему совет? Потому что в том числе я на этом настаивал. Это должно быть представительство разных людей. При этом с равным голосом и равным участием. То есть это именно совет, шура татарском. Потому что
сейчас наша задача объединить людей. Это задача минимум. Следующее – собрать их ресурсы интеллектуальные и постепенно формулировать. И это получается постепенно, постепенно мы работаем и в политической, и в медиа составляющей, сейчас и в дипломатической, и дальше, и дальше, и дальше оно должно наращиваться, потому что, как бы там ни было, но мы спаяны одной судьбой. Одной судьбой все те люди, которые у нас присутствуют, это там от Австралии до Америки и Канады люди присутствуют, да, они все, конечно, хотят освобождения Татарстана. Они все хотят, чтобы мы обрели независимость, чтобы мы смогли вернуться, чтобы мы смогли наших детей, внуков отдавать в наши школы, чтобы мы исповедовали свою религию так, чтобы в мечетях не стояли стукачи, камеры видеослежения и смотрели, как ты совершаешь намаз. Да? Исходя из этого, вот ваххабит, вот салафит, вот такой вот, да? Это же специально делается. Или вот, например, ситуация, об этом мы делали небольшой сюжет на нашем канале «Татары мира». Даже кряшины, есть небольшое число татар-кряшинов, крещенных татар, так называемых. Вот один из них, кряшин, они ведут богослужение на татарском языке, православном. И, значит, вот какой-то там архимандрит, в общем, пришлый, этому возмутился. Этот человек вот впал в опалу, понимаешь? Хотя вот вроде они же православные, ты должен их поддерживать, но нет. Сам факт того, что он говорит... Нет, ну ты чего, как он будет поддерживать на языке басурман православия? Нужно же вести на церковнославянском, который на самом деле староболгарский, древнеболгарский язык. Да. Это я к тому, что им мало даже их крестить. Они хотят уничтожить полностью идентичность, полностью стереть. Если мы будем на это закрывать глаза, то не стоит удивляться, как говорил Кант. Если ты считаешь себя присмыкающимся червем, тогда не ной, что тебя раздавили. А вот борьба, как известно, дело сакральное. Потому что если ты борешься и если ты сопротивляешься, то ты в любом случае будешь вознагражден, так или иначе. Ты в любом случае будешь человеком достойным, ты в любом случае или умрешь с честью, или будешь, так сказать, вернее, твое дело будет продолжено в веках, то есть ты покажешь собственным примером, как необходимо действовать. Потому что примеры для подражания тоже нужны. Нужны герои. В конечном итоге, как говорил Гёте, самый главный урок из истории, который нам необходимо вынести, это борьба героев. Потому что герои вносят элемент такого огненного присутствия. Иногда в серости, иногда в темноту, иногда в бесперспективности и такую депрессию, да, что вот ничего невозможно, нет. Выходит человек и как бы одним своим примером показывает, что нет. Вот я могу, и, соответственно, вы можете. И вы можете. Это, можно сказать, аналогия с Данко, который вырвал сердце, чтобы показать дорогу. Мы понимаем метафорическое, да, что ты вот своим примером покажешь. И вот на примере объединения, на примере того, что да, у нас разные люди, да, они проживают на разных континентах, даже не в разных странах, а в разных континентах, но мы все как бы едины в общей цели. А нюансы они будут, они должны быть. В конечном итоге, как говорят китайцы, если ты поставил задачу преодолеть дорогу в расстоянии 1000 миль, тогда не обращай на мелкие камушки на твоем пути. Иначе ты не дойдешь. И вот эти и национальные советы, и правительства, и какие-то иные институализации важны не только потому, что, как многие говорят, ну вот что вы там собрались, что-то говорите. Нет, это именно институция. Вокруг них люди объединяются. Хорошие люди должны объединяться. Раз это зло, там, путинизм и так далее объединяются,
то и хорошие люди, или мы называем их люди благородной цели, должны тоже объединяться и друг другу должны помогать. Если, как известно, люди противодействовали бы злу, зло бы сейчас не торжествовало. Но есть ведь добрые люди, есть благородные люди, люди справедливости, их много, но они разрознены. А зло, оно как бы вот так. Так всегда было в мировой истории, что люди справедливости разрознены, а зло всегда объединяется, и в этом нет ничего нового, увы. Смотри, чисто практический вопрос. Вот ты сказал про совет Татармира. Это же, ну, типа неправительственная организация, насколько я понимаю. Или я... Да. А я тебе сказал немного про другое. Про то, что размер и количество имеет значение. Оно имеет значение всегда. Есть, ну, не знаю, есть ли такой реестр татар, которые живут в хиджре. Первый момент. И если он есть, ведь сейчас современные технологии позволяют каким-то образом сконнектиться с этими людьми. Не все из них скажут, что да, мы готовы в этом участвовать. Потом, может быть, провести какие-то, опять-таки, электронно, какие-то выборы, какое-то что-то, и создать представительный какой-то орган, чтобы уже туда он не будет вырабатывать решения, он будет их принимать через тех людей, посредством контактов тех людей, которые есть. То есть, чтобы в глазах тех же внешних игроков была определенная легитимность, что вот есть люди, а у этих людей есть родственники, конечно же, в Татарстане и вообще в России, которых мы представляем. Да, мы не претендуем на какой-то официальный статус сегодня, но мы их представляем. И так, в общем-то, у всех народов. Есть, наверное, какие-то WhatsApp-группы, еще как что-то. Ну, в общем, я не знаю, как это технически, но, опять-таки, я думаю, над этой проблемой стоит подумать и, скажем так, начать ее реализовывать. Ты категорически прав. Такую задачу мы перед собой ставили. Хотя бы собраться, соорганизоваться. Дальше была задача проведения Курултая. Эта задача стоит. А для чего? Он, как ты верно отметил, создает ту самую сущность легитимации. Что мы не просто вот люди, которые там собрались и самоназвались. Нет. Мы люди, которые легитимированы через Курултай, представительство, да, и получаем определенные полномочия. Ведь люди, которые находятся в активной среде, люди, которые действуют, они имеют по определению больше полномочий, чем те люди, которые не действуют. Правильно? Правильно. Да. Во-вторых, если эти активные люди, делегаты, собираются, то они получают дополнительный импульс к легитимации, к полномочиям. Потому что они преодолели некую пассивную форму, там по Гегелю, условно говоря, и смогли стать, вот именно стать, до этого они находились в пассиве, а здесь они как бы стали. И дальше они делегируют от своей легитимности, наделяют орган какой-то, говорят, вот вы теперь исполнительный орган, исполнительный комитет. И этот исполнительный комитет уже имеет все необходимые полномочия, как ты верно говоришь, чтобы выносить решения, чтобы принимать решения, чтобы декларативно выступать от имени, например, татарского народа или там народа Саха или чувашского народа. И никто не скажет, а вы вообще кто? Вы что там, самозванцы какие-то? Нет, этих людей выбрали, эти люди известны, эти люди своей политической биографией показали, что они рискуют ради идеи, что они на самом деле имеют полномочия, потому что они, став на этот путь, отбросили все вопросы, связанные там с комфортом, с какими-то, так сказать, кайфами, да, там, значит, с материальными достатками. Нет, они убрали это все и ради вот этой борьбы стали на этот рискованный путь. А, соответственно, кто рискует, тот имеет больше полномочий и прав, чем тот, кто ничего не делает. Это надо доносить до наших людей. Обязательно нужно доносить.
А дальше уже оно так и выстраивается, как ты верно. Что такое вообще легитимность? Кто кого признает? Только мы, если себе признаем, и дальше признаем там, наших собратьев, которые также соорганизовались из других народов. Вот это и есть легитимность. Нам что нужно, чтобы какой-то там российский либерал нас признал, что да плевать с большой колокольни, что он там скажет. Или Москва там скажет, мы с вами не будем разговаривать. Ну иди ты лесом тогда в свой чухонгский лес и там разговаривай. Мы как бы себя знаем, и нам достаточно наших полномочий, нам достаточно наших прав, нам достаточно нашей легитимации. Легитимация проявляется через борьбу и через представительство. Знаешь, есть еще один момент, который очень важен. Вот почему важно вот такое практическое осуществление создания сети мягко. То есть, если упрощенно говорить, создание сети. Любой человек, который уехал из страны, со своей родины, и если он оторван от нее, дальше уже получается, что у него как бы нет, он не видит перспективы. То есть он чувствует себя одиноким, а когда человек себя чувствует одиноким, он что делает? Он пытается слиться с тем обществом, в котором он сейчас. Есть Еще такое. раз повторяю, наверняка очень многие, надеюсь, не большинство, наверняка очень многие сейчас сидят и думают, ну а что мне думать сейчас о Татарстане? Ну все, я уехал и уехал навсегда. Сейчас я буду вот этого общества. В конечном итоге тут тепло, светло, и мухи не кусают и так далее. Так, вот такая именно сеть, она даст перспективу и видение. Так ведь? И именно надежду. так. Именно так. Во-первых, никогда не говори никогда. Во-вторых, татары, вот я могу конкретно за татар говорить, они имеют опыт таких систем махалей, так называемых экстерриториальных общин. Татары же наиболее дисперсно раскинутый народ в мире вообще-то. И по территории Северной Евразии мы раскинуты ого-го как. Татары лишь 25% проживают в Татарстане от общей массы этнической, да. Сотни тысяч проживают в соседних областях, в Центральной Азии, в Америке и так далее и тому подобное. И в принципе, ну, в особенности там 90-е годы, там, когда Всемирный конгресс татар организовался, ведь тоже орган-то как бы легитимный вот с точки зрения представительства всех татар. Он рассматривался как протопарламент татарского народа. Сейчас он потерял эту легитимность, поэтому мы пытаемся восстановить через Совет татар мира. А мы постоянно говорим о необходимости создания этих сетей, и Совет татар мира подразумевает, что разные общины, да, они просто объединены тем, что называется там система махалей, система джаматов, система общин. И она более эффективная, чем централизованная зачастую. Да? Собственно, потому что с ними тяжело бороться. Централизованно ведь как там, вот есть лидер. Ну, отрезал голову и все. Отрезал голову, вся система пад. Такого не должно быть. Мы изначально договорились так, что нет, дорогие друзья, нас должно быть много. И чтобы, например, там отряд не заметил потери бойца, как говорится, значит, как в том известном стихотворении, да, как там про граната моя, мы не должны потерять себя. Во-вторых, эта система должна работать и без там, условного Айсина, без условного Хабибулина, без условного Минуллина. Она должна работать как часы, потому что это цепочка. Вот когда мы берем цепь, и одна из составляющих, да, этой цепочки, вот, мидглейдер, это как по-русски, вот, ну вот часть цепочки, да, ломается или еще что-то, она убирается, да, и она скрепляется следующей, идущей звеном, да, звеном, следующий, идущий за ним звеном. Все. И дальше она работает. Это первое. Второе, очень важное. Мы живем в эпоху, действительно, как ты верно отметил, и виртуального пространства, где виртуальность означает в том числе горизонтальность. Нетократия – это серьезная вещь, власть сетей. Не только виртуальных сетей, горизонтальных, сетей взаимодействия. Вот мы, например, с тобой, тоже
В свое время ты входил вот, в Союз народа за освобождением, как бы, вот, несмотря на то, что вообще-то мы с Гелой непосредственно никогда не встречались. Не встречались, лично нет. Лично нет, но он насколько... Но ты Гела... понимаешь, вот эта виртуальность, она и есть реальность. То есть сказать, что мы реально не знакомы и так далее, невозможно. Не сказать, да. Но я Гел настолько близкий вообще не только потому, что он близок к Татарстану, учился там, защищался по истории Татарстана. Многие наши друзья, которые там, его друзья и мои. Ну, как бы вот родство душ, тут ничего не поделаешь. Есть прекрасное изречение, которое принадлежит пророку ислама, да будет мир и благословение над ним, которое звучит следующим образом. Когда души воинов встречаются, они узнают друг друга. Если же нет, они просто проходят мимо. Вот в чем дело. То есть Всевышний сделал так, что мы зацепляемся друг за друга, если мы родственны. Если мы родственны, мы зацепляемся друг за друга. Вот сеть – это и есть зацепление вот этих вот самых родственных душ. Людей идей, людей благородных целей, людей, которые являются носителями, что называется, дискурса определенного. Небезразличные люди. Вот небезразличные, благородные, честные люди обязательно должны объединяться. И никто не сможет нам ничего сделать. Никакая империя, все империи падали, как известно, а мы как жили, ну, то есть мы как есть, как существуем, так и будем в дальнейшем. Как бы там ни взрывали, как бы ни ломали Кавказ, Кавказ останется, а Московия там только в учебниках истории будет. Потому что когда был Кавказ, когда были тюрки, другие народы, про Московии даже в зачатном состоянии не было. И просто Гела, как историк, подтвердит, история все расставит на свои места. Все расставит на свои места. Ну что ж, я единственное, что хочу сказать, я хочу, чтобы и от своего имени, и от имени наших зрителей сказать так. Я хотел сказать, пусть у вас получится, но я скажу по-другому, пусть у нас все получится. Дай Бог. Большое спасибо, Руслан, за очень интересную беседу. И огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Берегите себя и до новых встреч. До свидания, друзья.